Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вот, я очень рада вас снова видеть вот в этих стенах. Жаль, что опять же не в библиотеке, да, это проходит. Но я надеюсь, что мы доживем до тех пор, когда библиотека все-таки ремонт завершит, и мы придем в прекрасный зал наш. Вот, а сейчас спасибо большое музею. И я хочу вам представить... Сегодняшняя наша встреча посвящена Дню православной книги. Вообще ежегодно у нас в России и в Национальной библиотеке, конечно же, не замечен этот праздник никогда не бывает. День православной книги. Он празднуется у нас в марте в России, а приурочен он к тому, что в 1564 году у нас, тогда еще на Руси, была напечатана первая печатная книга. Прошу прощения за тавтологию. И опять же, первопечатником Иваном Федоровым, наверное, знаете, да? И вот поэтому у нас в России теперь ежегодный праздник, с 2010 года он празднуется, День православной книги. И вот в этом году темы бывают разные у нас ежегодно в марте. А в этом году посвящена тема юбилейному году Андрея Рублева. В этом году ему исполняется 660 лет, то есть такая знаковая дата, да. И я хочу предоставить слово научному сотруднику Национальной галереи Галине Валерьевне Пуниговой. Она расскажет нам об иконографии, что такое мир иконы и содержание ее. Вот, пожалуйста, Галина Валерьевна. Я сразу должна вам признаться, что я не являюсь специалистом по иконографии, просто очень люблю иконы. Мне нравится рассматривать иконы, и благодаря православной иконе я стала православным человеком, пришла в православие. Это случилось давно, я еще в училище тогда училась, художественном, вот, и столкнулась тогда с иконой. И, кстати, даже могу сказать, какой образ, Владимирский образ Божьей Матери, Владимирская Богородица, вот. Поэтому всю последующую жизнь я старалась собирать информацию в иконе и разобраться, что же это такое мир православной иконы. Очень грустно бывает, когда приходишь в храм, вроде православный человек, и видишь эту красоту необыкновенную, и не понимаешь, что там изображено, кто, почему так. Потому что язык иконы, он символичен. Это не реалистическая картина, а вот мир преображенный, мир духовный изображается на иконе. И сегодня я как бы подготовила небольшой раздел «Иконографию Христа», посмотрим. Ее нельзя все сразу, там столько всего, неподъемный материал. Посмотрим иконы Христа. Но начать свой рассказ мне хотелось бы с вопроса: что такое икона? Вот у вас у всех есть жизненный опыт, вы бываете в храмах, да, вы люди православные, верующие. Вы можете своими словами сейчас, вот как умеете, как понимаете, сказать, что такое икона? Вот чтобы нам было проще потом воспринимать, порассуждаем немножко, пофилософствуем. Икона – это что, с нашей точки зрения? Вот как вы понимаете? Это мы общаемся с Богом, да, через... Мы общаемся с Богом, то есть это некий икона, это некий посредник, да, для общения с Богом. Она помогает нам в молитве. Хорошо, спасибо. Еще есть какие-нибудь? Кто у нас еще смелый? Или вы никогда не думали? Ну, просто есть икона, и хорошо. А что такое икона, мы не задумывались, да? Образ. Кто сказал? Образ. Образ чей? Христа. И не только ведь, правда? В иконе мы можем увидеть много образов. Правильно, спасибо, хорошо. Вот. Так, еще? Еще кто-то хочет, нет? Видимое изображение невидимых духовных сущностей. Видимое изображение невидимых духовных сущностей. Да, и это тоже годится. Спасибо большое. Духовный мир. Духовный мир. Замечательно, благодарю вас всех. Так вот, русское слово «икона»
произошло от греческого «эйкон». Слышите, да, как похоже? «Эйкон». И переводится это греческое слово как образ, изображение. Образы святых, Богородицы с младенцем, образ Христа. Ну, мы говорим образ Бога, да, мы вот говорим образ Бога. Но об этом отдельный разговор должен состояться. Есть еще священные сюжеты, мы можем увидеть в иконе, да, праздники так называемые. Вот это все изображения и образы. Понятно, образ изображения, смотрите, как просто. Между прочим, в простонародье сохранилось даже другое название икон – образа. Как часто говорят вот в народе – образа. Вот эти священные изображения и святые образы мы можем встретить во многих религиях, но, правда, где-то там подспудно мы помним, что есть религии, которые запрещают изображать Бога. И тут же там вот ислам, вот эти восточные. А оказывается, ну, если уж быть вот так откровенно, все абсолютно религии Бога изображать запрещают. И христианство в том числе. А как же тогда нам быть вот с теми изображениями, которые мы видим в храме? Почему тогда у нас в православии столько икон? Как это вот объяснить? Надо еще порассуждать, стало быть. Давайте порассуждаем. Для этого нам с вами надо вспомнить самое начало Библии, книгу Творения. Мы же помним все прекрасно, как был сотворен мир видимый, да? Поднял поочередность вот это, и венец творения человек. Стало быть, Бог сотворил мир невидимый и видимый своим словом, вот там даже указано словом, сказал и стало так, да? Посредством слова был сотворен мир, и Бог своему творению передал свой образ. Абсолютно все Божие творение имеет образ Творца. Между прочим, вот эти все явления закреплены в русском языке. Давайте вспомним такое слово, как «безобразный». Мы его часто употребляем вот о том, что нам не нравится, что вызывает отвращение, негатив. Мы говорим «безобразный». А смысл этого слова? Безобразный. То есть нечто там, неважно, человек это или какое-то явление, утратившее образ Бога. То есть оно даже уже как бы мертвое для нас, несуществующее. И вот с этой точки зрения человек тоже является иконой. Согласны? Человек сотворен по образу Божию. Мы несем в себе этот образ несем. Правда, некоторые люди на протяжении жизни могут этот образ потерять. К сожалению, такое тоже случается. То есть стать вот безобразными, да? Можно чуть-чуть уточнить. Не потерять до конца. Человек не Но может, не до конца. может до конца потерять образ Божий, да? Но степень соответствия образу, это и есть то, что у нас называется подобием. Можно уподобиться Богу, можно, наоборот, уподобиться дьяволу, да? Потерять его подобие. Преподобный, Ну вот образ часто. Скотоподобный. То есть мы вот даже временно можем его как бы утратить, или он стирается, он не виден. Можно сказать, искажается. Да, искажается. Затемняется, замутняется. Замутняется. Да. Можно синоним будет. Каким образом? Когда человек впадает в гнев, да? Когда он на кого-то злится. Любой грех. Любой грех. Вообще любой грех, да, вот этот образ, он замутняет. И, конечно, вот поэтому нам надо стараться жить так, чтобы этот образ, он всегда был виден, чтобы светился в нас этот образ. Так, хорошо. А что же делать вот с теми многочисленными образами, да, которые вот мы видим в храме, и существует запрет? Как разобраться в этом? То есть вот слово, да, слово, значит, богословское обоснование иконы, оно связано с Боговоплощением. Мы же с вами помним, что
в один прекрасный момент одна из ипостасей Троицы, то есть Бог Сын, воплотился. Он родился в Вифлеемской пещере от Девы Марии и принял человеческую плоть. Так? И вот начиная с того момента Бога изображать можно, Бога Сына. Так? Бога Сына можно изображать, но только не божественную его природу, которая для нас непостижима. Мы не знаем, как выглядит Божество, Сын Божий Иисус, да, Христос. Но мы знаем Сына Человеческого Иисуса Христа, который был рожден Девой Марией. Понятно это, да? Так, хорошо. Более того, самую первую икону Иисус сам подарил людям. И об этом нам рассказывает древняя легенда про восточного царя Авгаря, жившего в малазийском городе Эдесса. Царь-язычник, заболевший проказой, не мог исцелиться, и узнав, что в соседнем государстве живет некий пророк, который не только умеет лечить, но и воскрешает мертвых, посылает своего слугу с просьбой прийти вот к Авгарю и исцелить его. Слуга нашел Христа в Иудее, нашел, пригласил, но Иисус отказался идти к языческому царю, но не отказался помочь. Что же он сделал? Ну, согласно легенде, он попросил у слуги чистую ткань белую, приложил его к своему лицу, и на ткани чудесным образом отпечатался лик Иисуса Христа. Что же было потом? Счастливый слуга вернулся во дворец, и можете себе представить, языческий царь исцелился, обратившись вот к этому образу. Какова сила иконы, да? Сила этого образа. Он исцелился, и после такого чуда он обращался с этим образом, как со святыней, очень бережно. Спустя какое-то время было явлено Авгарю еще одно чудо. На его город напали враги, город был в осаде, и царь не знал исхода этой осады, не был уверен. И он приказал спрятать святыню, замуровав ее в нише городской стены. Кирпичиками быстренько их заложили, спрятали, и в разгар битвы лик Христа выступил на этой кладке сам собой. И когда нападающие увидели это явление непонятное, совершенно необъяснимое, они были напуганы и отступили от стен города, ушли восвояси. Вот так был спасен целый город. Правда, красивая легенда? Очень красивая. Ну и понятно, что с тех пор появилась вот такая икона, которая называется «Спас нерукотворный». Нерукотворный, смотрите, само название иконы как бы объясняет нам происхождение этого образа. Его никто не писал, не было такого иконописца, мастера, который бы написал этот лик. Богом данный, да, образ. Но очень распространенная иконография, довольно часто можно встретить эти образы Спаса Нерукотворного. И в нем заложена основа иконографии Иисуса Христа. Давайте попробуем разобраться. Ну, в первую очередь, вы, наверное, заметили, что как бы лик Христа, он немножечко во всех иконах, неважно, в какое время икона была написана, он узнаваем. Как бы есть портретное сходство. Мне всегда это было интересно. Я думаю, а как вот действительно Иисус Христос, вот тот Сын человеческий, который имел учеников, проповедовал Слово людям,
ходил по иудейской земле, как вообще он выглядел, какова была его внешность. И, между прочим, существуют источники, которые об этом хорошо рассказывают. Этими источниками являются апокрифы. А апокриф, ну, это вот род литературы, которая не входит в неканонизированная литература. Она как бы дополняет вот те тексты, которые канонизированы и входят в состав Библии и Священного Писания, но именно апокрифами часто пользовались иконописцы, создавая иконы или композиции икон, особенно вот эти праздничные иконы. Дело в том, что в Евангелии такой текст лаконичный, что иногда не хватает информации, чтобы создать вот образ праздника или какого-то события священного. Итак, апокрифы. В одном из апокрифов есть описание внешности Иисуса Христа, где говорится о том, что он был невысокого роста, хрупкого телосложения, что у него были такое тонкое овальное лицо с правильными чертами лица, правильные черты, утонченные, очень выразительные глаза, тонкий прямой нос. Значит, он носил волосы на прямой пробор, и они как бы были достаточной длины, доставали до плеч. И аккуратная борода, которая раздваивается, вот, да, раздваивается. И последняя фраза, такая вот теплая: сын был похож на мать. Как о живом, как вот эта фраза позволяет нам принять вот этого сына человеческого, да, что это реальная личность, реальная. Сын был похож на мать. В жизни часто так бывает. Итак, угадывается, да? Можно сразу, да, вступать в диалог с вами? Конечно, давайте. Вот нам сейчас подарили календарь вот этого 20-го года, благословенный старцем Ильей. И ремонт шел гроба Господня. И на пленке проявился образ Христа. Вот. И потом там тоже сказано, что много документов найдено, где описано действительно, вот, которые люди с ним общались, что он был высокого роста. И, да, и он был телосложения крепкого, потому что он работал плотником с отцом, с детства. И он телосложение был такого, крепкого, не тоненького. Хотя на иконах там изображается, там плоти нет вот как таковой, да, вот плоти много, как так сильное тело. Но в жизни он был он не был слабым, да. Зная, какие испытания он перенес. Конечно, он слабым не был, но все-таки как бы в апокрифах так, да. Ну, спасибо вам, спасибо. Да, есть такие тексты, и слава Богу, что мы находим их, правда? Да, это что волосы у него были такие не русоватые, но не черные. Да, он не был черным. Да, голубоглазый. Скорее русым. Русым. Ближе к нам к русым. Так, и еще, значит, что интересного здесь. Мы знаем, что на иконе все святые и ангелы изображались с нимбом. Нимб – это особый символ святости. А вот у Христа нимб особенный, такой, как ни у кого нет. Что мы видим на нимбе? Крест. На нимбе Христа начертан крест. Да? Давайте мы полистаем. А нет, это еще, ладно. Ну-ка, это уже не то. Так, здесь хорошо видно. Значит, понятно ведь, почему крест, правда? Нам не надо объяснять. Это напоминание о крестной жертве. А вот буквы греческие, буквы вот в такой последовательности, это слово, греческие буквы, они несут в себе слово «сущий» и напоминают нам о единосущности с Отцом. Отца изображать нельзя. Бога Отца правила запрещают изображать, но тот, кто видел Сына, тот видел Отца.
потому что они единосущны. И в символе веры, да, есть такая фраза о их единосущности. Так, еще есть одна особенность интересная. Вы посмотрите, крест начертан при помощи 9 линеечек. Удивительно, но вот в иконографии даже числа, и вообще в православии, в христианстве нашем, даже числа имеют свою символику. Вот, скажем, купол, один купол, одна глава на храме. Что может символизировать? Единство Бога. 3 главы. Знак Троицы, правильно? И, кстати, всегда нечетное количество почему-то. Скажем, вот 1, потом 3, 4 нет. 4 купола, чтобы было. Зато есть 5. В центре большой, на высоком барабане, по краям 4. 5 – это 1 и 4. Что может символизировать? 1 большой, конечно, это Бог опять, а 4 – это евангелисты. 4 евангелиста, которые принесли в мир Евангелие, да, благодаря им мы знаем содержание, ну вот эту благую весть. Так, 7 тоже интересное число, 7 смертных грехов, да, седмица, что там еще было? Вот 6 дней творился, ну вот седмица как раз. Тоже очень непростое число, а вот 9 что может собой символизировать, интересно. Оказывается, это количество ангельских чинов. Согласно Дионисию Ареопагиту, 9 ангельских чинов. Причем они там так группируются. Их 3 по 3. Я их просто назову, потому что это отдельная тема, очень простая. Там вот мы с вами знаем серафимы, херувимы, да? Архангелы, ангелы. А там еще есть престолы, силы, власти. У них тоже есть образ. Правда, не все известны нам, но вот достаточно интересная иконография ангелов. Понятно, да, с этим? Смотрим дальше. Значит, здесь лик изображен вот на этом куске ткани, на обрусе. Ткань, обрус по-древнерусски. Тот самый холстик, чистая ткань, на котором лик отпечатался. Как правило, он завязан, вот верхние углы завязаны в узелочке. И там мы видим вот сокращенное имя Иисуса Христа. Посмотрите, и Иисус, и справа Христос. Здесь не видно, но я потом на другом покажу. Иисус Христос. Но вот Иисус – это достаточно распространенное имя иудейское. А Христос переводится с греческого как посланник, помазанник Божий. Отец послал его, да, к нам в мир, посланник. И еще обязательно на иконе должно присутствовать имя этого образа. Сейчас, когда иконописцы заканчивают писать икону освещают, да, и потом уже только выставляют для поклонения. А раньше не было такого чина освящения, и значит, когда иконе давалось имя, она считалась уже вот освященной. Здесь написано «Спас мне рукотворный». Я уточню, Иисус, вы сказали, посланник. То есть Иисус – это Спаситель. Нет, имя Иисус – имя, а Христос – посланник. Христос, ну, помазанник. Помазанник, да. Помазанник – посланник. А Иисус? А Иисус просто имя. Спаситель. Но оно тоже Спаситель. переводится. Земное имя? Так а Иисусов сколько там в одном этом тексте, да? Сколько имени этого встречаем мы. Самые разные мужи носили. Но оно имеет конкретный перевод. Да. Ты наречешь имя ему Иисус, потому что он спасет людей от грехов их. По-русски не совсем понятно, но ну, это речь Архангела, да? назовешь его Спаситель, потому что он спасет людей от грехов. Так. Теперь смотрите. Этот же образ, правда? Только он выглядит немножечко иначе. Но это отсылка к легенде. Вот на черепе, когда на стене лик отпечатался, там уже ткани не было. Вот у нас в русской иконографии существует 2 типа Спаса Нерукотворного.
вот тот, что мы видели на обрусе, и ночлепий такой на нейтральном фоне. Но здесь полосочек-то как много, да? Дело в том, что до 17 века правила строго соблюдались. Существовал канон, очень много запретов, и иконописцы придерживались этих правил. Ну, начиная с 17 века очень вольно с ними обращались, к сожалению. И тогда уже потом, после 17 века, появилось много икон, которые даже споры вызывают. Вот образ Троицы я когда вычитала, даже не по себе сделать, как дракон с 3 головами. Да, вот такие образы были, Троицу так изображали. Хорошо, что церковь постоянно следит за процессом, вот, и не позволяет так выходить за рамки. Да. Ну что ж, со Спасом нерукотворным мы, будем думать, разобрались. Мы запомнили эти образы, очень красивые. Да? А буковки, вот вы можете сказать буковки? Буквы. Это греческие буквы. У них, у каждой буквы есть, конечно, свое название. Вот омега и ню, по-моему. Но надо посмотреть. Я вот почему-то не могу запомнить их. Я тоже не могу. Я не могу. У меня записано, но вот я даже и сейчас боюсь вам неправильно их это. Давайте просто посмотрим потом в интернете еще раз. Если вот сейчас отец Максим нам подскажет быстренько. А мы пока с вами дальше. Хорошо? Вот. Еще один образ, который достаточно часто встречается в храмах, можно увидеть, называется он Христос Пантократор. Опять же, греческое название, но в переводе на древнерусский язык Вседержитель. Вот мне очень нравится русское название Вседержитель. Да? Оно опять же смысл, вот в себе духовное значение этого образа несет. Вседержитель, тот, который все держит в своих руках, всю Вселенную. Христос Вседержитель может изображаться и в полный рост, и сидящим на престоле. Здесь мы видим поясное изображение, есть еще и погрудное, оплечное. Но в любом случае он узнаваем. Вот давайте попробуем разобраться вот в этом варианте. Что мы видим? Помимо того, о чем уже поговорили, что нас может заинтересовать? Ну, бросаются в глаза одежды, да? Такие яркие. Иисуса Христа обычно изображают в одеждах 2 цветов. Значит, вот эта нижняя рубашечка хитон, обычно красного цвета. Не обязательно такого яркого, как на этой иконе. Там бывают оттенки, но они все равно относятся к красному. Сверху накидка в виде плаща, и накидка это называется гематий. Верхняя одежда синего цвета. Вот эти 2 цвета напоминают нам о 2 природах Иисуса Христа, о небесной и земной. Небесное его происхождение и земное, он одновременно и Бог, и человек. А вот в нимбе что-то Христа означает? Что-что? В нимбе цвета что-то означают? Нимб, как правило, золотого цвета, да, это сияние божественной славы, но это как отблеск Царства Небесного. Золото. Золотой. Хотя, кстати, встречается, вот видела я такие иконы красного цвета нимба. Красиво, но это уже как бы скорее творчество иконописцев, где-то они вот как художники, иногда их не удержать, они обязательно творчески подходят к созданию иконографии. Вот. А вообще принят золотой нимб должен быть. Так. И еще обратите внимание, на хитоне, вот здесь справа, такая вставочка, клав называется. Здесь он золотого цвета, иногда бывает потемнее. Здесь цвет не так важен, просто сама эта вставочка. Вот, кстати, у Андрея Журавлева, да, в Троице
Там сидят 3 ангела. И наш ум пытается разобраться, где кто, где сын, где отец. Как бы нам это интересно. Хотя Троица, она единая всегда. И вот на одном из ангелов одежда, как раз одежда Иисуса Христа, с этим клавом. Вот его всегда по этой одежде можно отличить. А эта деталь символизирует совершенство человеческой природы Христа. Он был совершенный человек и безгрешный. Так, что еще интересно? Да, жест. Жест правой руки, да? Правой рукой Иисус Христос благословляет. Обычно вот этот жест, вот как там изображено на иконе, это имясловный жест. То есть в нем заключено имя Иисуса Христа. Вот эти пальчики соединяются. Вот отец Максим, наверное, лучше это объяснит. Вот так вот. Да, и Иисус Христос. А еще вот так два пальца и 3 прижатые к ладошке. Вот такой жест еще бывает. Этот жест обозначает, ну вот, 2 природы, да? Как крестное знамение, так, Да. вот здесь Святая Троица. Только как еще у старообрядцев, да, до этого, да, до реформы, когда. Так же и крестились старообрядцы 2 перстами. Так, и еще очень интересный символ здесь – это книга, да? Понятно, что в иконе вообще нет ничего постороннего, ничего лишнего. Ни для красоты там. Все несет свой духовный смысл, духовное значение. Вот книга. Что может обозначать, как вы думаете? Евангелие. Благую весть, да? Евангелие. Книга Откровения. То есть слово, которое открывает нам иную жизнь. Так. У него, кстати, у книги очень много значений может быть. А еще? Знание, некое учение. Вот то самое учение, которое принес нам Иисус Христос, дал людям, да? Которое ученики до нас донесли. Может ведь быть? Конечно. Еще книга жизни. Книга жизни. И, наконец, это символ самого Иисуса Христа. Да, слово. Слово. Бог Слово. А Слово вот. Слово точно. Да, да. Причем, замечу, что еще до появления икон, когда христиане молились в катакомбах, собирались, как мы сегодня немножечко, в катакомбах прятались, нельзя было собираться. И изображать Бога тоже было нельзя, но они для того, чтобы вот своих отличить, эти символы, да, крест рисовали, рыбу, якорь. И вместо изображения Христа книга. И есть такая композиция, я ее потом попозже вам покажу, она у меня там дальше спрятана. Этимосия называется. Мы ее разберем. Итак, это образ самого Христа, книга. Вообще, между прочим, христианство – это религия книги. Правильно? Все религия книги. Вот. Любопытно, что до 15 века, это как раз до времен Андрея Рублева, до монгольского периода, книгу в этой композиции изображали закрытой. Как бы запечатанной 7 печатями, как некая тайна. Там мы же не знаем, чьи имена записаны в этой книге Откровения, да? Кто спасется. Ее только может открыть эту книгу, может агнец, принеся жертву. И вот тогда будет известно, чьи имена в этой книге записаны. А вот после 15 века книгу... Ой, здесь она тоже закрыта, оказалось. Так. Ну, эти вот оплечные, да, такое, они вот в полный рост, и книга открыта. И это дало возможность еще как бы на страницах книги поместить некий текст. Тоже, наверное, духовный, понятное дело, да? Духовный текст. Чаще всего встречаются такие тексты. Я свет миру. Не судите по наружности. Вот. И самый распространенный текст – это «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, да? И аз упокою вы». Замечательно. Ну что, по-моему, мы все посмотрели в этом образе.
И вот еще посмотрите, да, на престоле, в полный рост. Что еще мне хотелось бы? Азами есть свет миру, пожалуйста. Вот только что сказала. Значит, что еще нужно вспомнить? Вы хорошо представляете, да, вот пространство храма. Когда мы заходим в храм, мы оказываемся лицом к алтарю, который от нас закрыт иконостасом, этой алтарной преградой. И там несколько рядов икон, причем каждая икона должна быть, у каждой иконы свое место в иконостасе. Если ее переставить в другое место по незнанию, там весь смысл разрушится. Там такая стройная система в иконостасе, прям по рядам. И вот Спас Вседержитель всегда находится в местном ряду иконостаса справа от царских врат. Слева Богородица. Неважно, там поясное изображение, иногда вот в полный рост. Это ведь тоже что-то значит. Ну, я есть путь и истина и жизнь. Да, это фраза евангельская. Смотрите, мы не сможем попасть туда. Алтарь символизирует Царство Небесное, рай. И мы никогда туда не попадем, если не обратимся к Иисусу Христу, если не примем Его всем сердцем, да? Если Он не станет тем путем, которым мы пойдем. Правильно я говорю, да? А идти по этому тернистому, нелегкому пути нам помогает Богородица. Вот они и стоят вот здесь, близко-близко к царским вратам, слева и справа. Правда, если вы помните, вот в древних храмах, в куполе, тоже можно увидеть образ Христа Пантократора. Правда, не в полный рост, а там, как правило, обличные изображения, но и книга тоже часто видна. Так вот, смотрите, разница какая. Если в местном ряду мы Христа воспринимаем, Он как Отец нам, да, Он нас приглашает. Ты приди, если тебе плохо, я помогу, я же Отец. Как Отец любящий, я сделаю все, чтобы помочь. Вот Он нам еще пока предлагает помощь свою, когда нам сложно, трудно. А там в куполе Он с небес на нас смотрит уже как судья небесный. Уже вот тот самый Вседержитель, который весь мир, всю вселенную держит в своей ладони. И взгляд обычно вот там, такой строгий, вот он вот так, да-да-да, вот так смотрит уже. Он судит нас, судит. Вот так в куполе. Очень интересно туда смотреть, вот под купол. Так, вот теперь я, по-моему, все сказала. Чуть не забыла. Вообще, это целый богословский трактат. Это такая сложная композиция. И для того, чтобы не запутаться, я вот как сама разобралась, потому что я ведь сама в этом разбиралась. У меня нет образования-то такого, я, может быть, и говорить-то не имею права, я не знаю. Но, тем не менее, вот посмотрите, очень, да, в основе Пантократор, Вседержитель, мы же его узнаем. Только он изображен вот в каких-то таких геометрических фигурах непонятных. А здесь тоже все очень логично. Вот этот большой красный, его называют квадрат. Хотя он здесь на квадрат не очень похож. Но это как бы квадрат, как символ Земли. 4 сторон света. Это наш земной мир. Земной мир. И красный это всегда привязка к земному. Вы вспомните в одеждах Христа хитон красного цвета. Он нам говорит о земной природе Спасителя. Синий – это небеса. И вот здесь сочетание этих цветов повторяется. То есть ничего нового, по сути, нет. Мы с этим уже знакомы. Но в углах, 4 углах мы видим такие странные изображения. Там кто? Значит, телец, ангел, лев и орел. Это символы 4 евангелистов. Все на своих местах, правильно? Все понятно и логично. Это те, кто принес учение Христа
в мир людей. Дальше на этот красный квадрат накладывается вот такая красивая, большая сфера синего цвета. Синий – это значит небесный, это мир ангелов, это мир духовный. И он весь соткан и вот из этих образов. Видите, там шестикрылые серафимы, они белой линией такой изображаются. Это ангельские чины. А вот под ногами Христа мы видим, ну и сидит он, престол, это тоже ангельский чин, престолы. И вот посмотрите, там такое красное колесико с крылышками, вот в ногах, да, видите, прямо возле правой ножки и возле левой. Кольцо такое, с красными крылышками, а на ободочках еще глазки. Вот это тоже ангельский чин, так изображается. Наверное, изведение пророка Иезекииля. Да, да, я забыла сказать, это изведение пророка Иезекииля. То есть текст, который послужил созданию вот этой иконографии. В основе ее текст пророчества Иезекииля. Но там оно такое сложное. Там даже читать невероятно трудно. И подобный Макарий очень хорошо изъясняет. Макарий написано. И вот представляете, обычная икона обязательно как бы к какому-то тексту привязывается. Всегда к какому-то тексту. И вот в данном случае этот сложнейший текст, но мне в иконографии, например, все понятно в этой иконографии, все. И теперь остался еще один вот такой ромбик, да, маленький, на синем этом. Это знак огненной природы Христа. Огонь огненный. Помните, в Евангелии говорится о том, что Иоанн крестил водой, да, а потом будет огненное крещение. И еще неопалимая купина. Знакомый, да, образ? Неопалимая, когда из среды огня Бог разговаривал с Моисеем. Вот это огненная природа Христа. Так выражается в этой иконе. Ромбиком красного цвета. А все остальное мы уже обговорили. Так. Этимосия. Символическая композиция, когда, значит, вот престол, крест с орудиями страстей, венец там терновый висит, да, агнец и книга на престоле. Это образ Иисуса Христа. Такая условная композиция Этимосия. Причем смотрите, как по-разному ее могут изображать. Вот так. Но она узнаваема, да? Этимосия. То есть Христос книга, слово. Вот. На книге, в этой композиции, смотрите, символ Святого Духа, белые голуби с нимбом. Гвозди на престоле лежат, гвозди, которыми был прибит. То есть орудие страстей, копье и губка, крест и терновый венец. Там был престол по-другому изображался, а здесь вот так, как в храме, да, православном выглядит. Ой, это все стало быть. Спасибо. Ну вот посмотрите, я не знаю, тема сложная, но ведь понятно, мне кажется, было. По крайней мере, вот я для себя уже разобралась в этом. Единственная сложность в том, что когда редко обращаешься к этому, когда редко приходится рассказывать, как бы волнение такое испытываешь, потому что думаешь, что-нибудь не так скажешь или что-нибудь забудешь. Поэтому, как бы вот, если бы в материале все время быть в этом, то тогда бы как песня. Вот, да. А Ника, что там означает? Ника – это победа. Ника – победа. Да, Иисус Христос. И, кстати, вот на престольный крест, да, восьмиконечный, православный восьмиконечный крест тоже имеет свою символику. И там вот эти все обозначения встречаются, но это надо крест, чтобы прям показать. Там и Голгофа изображена, и пещера с головой Адама. Ну, вот так без картинки трудно. Если, допустим, у нас еще случится когда-нибудь, мы можем и на эту тему также собраться вместе и поговорить. Я бы принесла изображение. У нас, кстати, в экспозиции, это ведь
литье есть. Есть и большие кресты, они ведь самые разные формы бывают, эти кресты, с предстоящими. В литье это искусство такое красивое. У вас эти иконы есть? Или Нет, это все из интернета. У нас такая маленькая экспозиция, коллекция маленькая, и в основном это поздние иконы. Но пантократор есть, и у нас, между прочим, в экспозиции есть, знаете что? Всевидящее око Божие. У меня вот не оказалось картинки здесь. Всевидящее око Божие. Есть даже такая иконография, но она очень редкая. Ну, может, какая-нибудь еще. Я почему-то ее не включила в этот зрительный ряд. Можно вас спросить? Значит, вот условно, как вы сказали, запрет на изображение Бога Отца. Да. Бога Отца. Вы очень хорошо и понятно сейчас рассказали, как возник образ Иисуса Христа. А вот, может, это тема для отдельной какой-то лекции. Как тогда возник образ Троицы? Это отдельная тема, да. Есть такая иконография Троицы. Не простая тема, но если я вот как-то вот подготовлюсь по-хорошему, может быть, я как-то дерзну. Да, Мартина, то есть такое желание, да? Отец Максим, если вы благословите, я попробую подготовиться в следующий раз. Мне самой тоже эта тема нравится, она интересная, но непростая, конечно. Ну и тогда посмотрим уже все, как было, да? У меня эти с тремя головами тоже есть картинка. Ну что делать? Посмотрим, чтобы обсудить, как нельзя и вообще. Потому что ведь непонятно, а икона должна помогать. Икона должна помогать в молитве и правильно нас направлять. А когда вот этот дракон трехглавый, знаете, там совсем другие мысли появляются. Китай. Да-да-да. А вот у вас на иконе, вот сейчас я не увидела, может, пропустила, когда Евангелие изображено, есть такое, что нарушен закон перспективы, и вот по Евангелию. Не нарушено. В иконе так, другая. по-нашему как бы нарушено, Да. но там другое. Там другая, потому что в этом тоже есть смысл. В обратной перспективе, ну, это на престоле видно, Вот. на книге чуть-чуть видно, и тут уже не увидать. Есть обратная перспектива. Вы абсолютно Вот здесь, правы. предыдущий. Назад. Ну, даже вот подножие, да, неправильно, как бы обратная перспектива. Почему? Дело в том, что человек, предстоящий перед иконой, благодаря вот такому приему, как бы вводится в мир иконы. То есть мы не просто перед ней, а мы как бы уже там, в иконе. Эта перспектива нас вводит туда, видите? То есть точка зрения находится не в тебе, а там. То есть на тебя смотрят. Да. Прямая перспектива – это когда ты смотришь, а тут смотрят на тебя. Это То во-первых. есть это осознанно сделано. Не мы даем, а он дает. От него идет. Но и мы уже, по сути, там. Слушайте, мы, наверное, уже весь лимит времени, да? Нет, А вы не скажете, который час? Дело в том, что у меня в 3 часа занятий. 3. Уже 3. Вы меня простите, я на полчаса вообще не получилось. Вы меня простите, пожалуйста, да, потому что у меня группа в галерее, меня уволят. Мы можем бесконечно... Да, я задержала Нет, я бы с удовольствием, да, спасибо, Галина Владимировна, да. То, что там дети ждут, и я бы слушала бесконечно. Признаюсь очень честно, что... Это как-то теперь убрать надо, я не знаю, вы сделайте, да? Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Надеюсь, мы еще встретимся, увидимся. До свидания. Очень чудесный специалист, да, в галерее, научный сотрудник вообще и само изложение. Очень приятно. Ну а я, скажем, чуть вас введу в курс, скажем, что же такое Андрей Рублев, буквально штрихами, потому что, да, действительно, время бежит быстро.
И отец Максим тоже ждет, скажем, какого-то своего слова, хочется вам, и вы хотите, наверное, обсудить с ним какие-то вопросы, поэтому я позволю даже, наверное, это себе читать, потому что могу рассказывать тоже, опять же, бесконечно, да, время у нас уже, наверное, ограничено, да, поэтому позволите, да, я, чтобы было все интересно. Вот как уже Галина Валерьевна сказала, что, конечно же, икона несет свой смысл, свой посыл. Мы к иконе, икона на нас воздействует. И вот, опять же, как вот иконописцы прошлого, что до нас хотели они донести. Вот один из таких великих иконописцев, которых у нас родился на Руси, это, конечно же, всем известный нам хорошо, да, Андрей Рублев. Вот еще раз повторю, что в этом году ему 660 лет, но это условная дата, потому что, ну, конечно же, в то время летописцы не писали все, не записывали метрические книги, кто когда родился, поэтому, ну, условно, ученые так решили, что вот год рождения, это Андрея Рублева, примерно 1360. Вот, и родился он где-то в средней полосе России, возможно, в Великом Новгороде или в землях Московского княжества. То есть доподлинно действительно неизвестно, где все-таки это произошло. И вот, когда он родился, дали ему другое имя, но, к сожалению, до нас оно не дошло. Как же его все-таки при рождении назвали? Андреем его назвали, когда он стал уже монахом. При постриге монашества он стал Андреем. Только тогда мы узнаем его имя, и которое до нас дошло. И вот, конечно же, мнение историков, вот с какого он рода, из кого он вышел, да, чьих ты будешь, тоже, опять же, противоречиво и доподлинно неизвестно, откуда он все-таки вырос. Ну вот, достоверных сведений, опять же, вот, не сохранилось. Но, вероятно, учиться живописи он стал еще маленьким мальчиком, небольшим мальчиком, потому что тогда, ну, вот в работники отдавали очень рано, да, и работать начинали достаточно рано, ну, и прокормить семью, и, в общем-то, воспитывать, скажем, этим человека. И вот, но сведения о нем возникают только в 1405 году, то есть, ну, практически ему было уже за 40 лет. Вот тогда только о нем сведения, и только тогда, когда он постригся в монахи. До этого времени ничего не известно. Произошло, он постриг принял в Москве, в Спасо-Андрониковом монастыре, настоятелем которого был тогда Юрий Андроник. И вот первое упоминание вот, об Андрее Рублеве в исторических сведениях, конечно же, в летописях хранится, вот, исторические документы относятся к Троицкой летописи от 1405 года, вот именно от этого времени мы знаем о нем. Ну, это уже современная, понятно, что книга исполнения вот той Троицкой летописи. К сожалению, она не сохранилась. Вот в подлиннике та Троицкая летопись, она была сожжена при пожаре 1812 года при нашествии Наполеона, но сохранились списки, сохранились вот какие-то документальные свидетельства от этой вот книги, от этой летописи. Она издана теперь у нас, ну, в современном издании, то есть вот эти обрывки, которые вот были вот собраны вот в этой книге, понятно, что сейчас издана. Кстати, вот эта книга есть в Национальной библиотеке. Вот, под авторством Плесенкова, то есть вот он собирал вот эти вот разрозненные сведения, ну и вот собрал вот такую Троицкую летопись. Вот именно там, есть в Национальной библиотеке. Ну и вот как было написано, вообще эта летопись была в росписи домовой церкви, вот, принадлежала московского князя Василия I, старшего сына Дмитрия Донского. Так вот, вот что было написано. А мастеры Бяху, Феофан и конник Гречин, да Прохор старец с городца, да чернец Андрей Рублев. Вот первое сведение, когда возникает у нас в истории Андрей Рублев. Ну и вот так нам сообщил летописец. Ну и вот
Почему его упомянули только третьим? Ну, потому что он был не так значим, не так знаменит и не так еще, скажем, вырос вот в своей, ну, в мастерстве в своем. Вот поэтому он третий. И вот еще вот из того, что он был самый младший вот в этой архиве художников. Ну и вот, однако, сам факт, что Рублева доверили такой почетный заказ расписывать домовую церковь вот Василия I, уже считался то, что его сочли хорошим мастером, и он может выполнить вот этот вот заказ. Ну и вот вообще на Руси у нас очень много было же иконописцев, да, расписывали сами храмы, и иконы писались, но имен дошло до нас не так много. Вот хорошо, что, скажем, вот это первое упоминание в Андрея Рублева было именно там. Ну и вот в мае 1408 года, согласно той же Троицкой летописи, Андрей Рублев и Даниил Черный приступили к росписи Владимирского Успенского собора, построенного еще в XII веке при князях Андрея Боголюбском и Всеволоде Большое Гнездо. И вот к началу 15 столетия вот он так выглядит, то есть он сохранился до наших времен, этот собор Владимирский. И вот в 15 столетии храм сильно пострадал от ордынского нашествия, и по указу того же московского князя Василия I началось его восстановление. И вот там они работали. От работ Андрея Рублева и Даниила Черного в Успенском соборе сохранились фрагменты настенных фресок и часть иконостаса, одного из самых больших в России. Роспись Успенского собора во Владимире – единственная сохранившаяся работа Андрея Рублева, год создания которой точно известен. Остальные неизвестны, точно датировку невозможно, скажем, узнать. Ну и вот иконы вот этого Иисусного ряда, они, на которых изображен Христос, достигают высоту 3,5 метра. Они очень-очень большие. Но и сам Рублев опирался, конечно же, сначала на византийские традиции. То есть, ну, у нас христианство пришло с Византии, да, и вот оттуда же все пошли искусство, все, конечно же. Ну и еще он также еще Феофан Грек у нас в Москве работал, да, вот гречанин. Вот, тоже вот с его, скажем, ну, копии какие-то, вот, с его мастерства он тоже брал уроки. Но и вот из фресок особенно интересен, ну я вот истинно не нашла вот то, скажем, о чем я буду говорить, но вот это тоже к этому относится. Из фресок особенно интересен фрагмент с изображением страшного суда. Рублев написал не мрачную сцену наказания грешников, а праздник справедливости и вечной жизни, вот, которая по христианским представлениям ожидает праведников. То есть, да, то есть после страшного суда кто-то из нас будет, кто где из нас будет, да? Вот. И сейчас, конечно же, сохранились иконы, фрагменты фресок. Они хранятся в отреставрированном этом Успенском соборе и находятся, и входят они в список объектов, которые охраняет ЮНЕСКО. То есть это не просто российская, скажем, наша достопримечательность, если можно так сказать. Этим озаботилась, скажем, мировая общественность. И вот с начала 20 века Андрею Рублеву приписывался еще и Звенигородский чин, то есть собрание икон, созданных по заказу звенигородского князя Юрия. Вот историки предполагают, что первоначально их было 7, и предназначались они для княжеского Успенского собора или Рождественской церкви Самино-Сторожевского монастыря. Вот, но совсем не так давно, в 2017 году, сотрудники Третьяковской галереи Государственного научно-исследовательского института реставрации провели исследования и установили, что эти иконы писал другой мастер. То есть, видите, вот, то есть подписи раньше ведь не ставили. Вот. Ну и кроме создания фресок, Андрей Рублев еще и знаменит тем, что он еще и иллюстрировал книги. Да? Мало об этом кто знает, кроме икон или росписи церкви, еще и книги. Ну вот я вам привела там, скажем, пример, вот такие его иллюстрации. Это он создал несколько рисунков к Евангелию Хитрова.
Так его называли, Евангелие от Хитрова, это назвали по имени владельца, боярина Богдана Хитрова. Рукопись конца XIV века была украшена изображениями Христа, Девы Марии и апостолов, но и рисованными заставками, инициалами в виде животных. Вот тоже я привела, такая вот интересная, да, зверь. Вот. Но самое примечательное, то, что да, рисунки, вот, это я просто всегда замечаю. Представляете, как люди в монастырях раньше же, переписчики же были, да, писцы, те, которые писали книги, писали они при лучине, писали вот, перьями, писали, и как они ровно написали. Вот это меня всегда поражает. Рисунки Рублева, да, но меня особенно поражает вот та ровность, которым писцы делали книги. Вот я как библиотекарь, скажу, всегда на это обращаю внимание. Вот. Ну и вот, вот так оно изображено, вот это вот раскрыта уже книга Евангелия. Символ евангелиста Матфея, как Галина Валерьевна говорила, да, вот все они образы, все разные, да, у 4 евангелистов, вот, ангел Рублев, он так и называется, вот в среде искусствоведов он так и идет, ангел Рублев вот изображен вот так вот, евангелист Матфей. Так вот, Рублев написал всех евангелистов, Луку, Марка, Иоанна и Матфея. На отдельных листах он изображал и символы всех евангелистов. Вот, до начала XX века Евангелие Хитрова помещалось в богатый оклад и хранилось в Троице-Сергиевой лавре. Затем, вот, ну, после революции, его передали в фонды Российской государственной библиотеки. Это, ну, вот, бывшая Ленинская библиотека, знаете, да, в Москве. Теперь хранится, ну, так. Вот. Но если говорить о технике рублевской иконописи, то ранние его образы соответствуют общим правилам. Ну вот, скажем, в Византии понятно, что сохранял приверженность к византийским традициям. Ну а потом, скажем, со временем он уже выработал свою технику, и у него в Москве были свои школы вот, по обучающихся вот, иконописи. Вот у нас в библиотеке есть такие книги, вы тут потом посмотрите, прямо школа, Московская школа иконописи, Андрей Рублев, то есть вот можно почитать еще дополнительно по вот этой теме. Ну и вот, если сравнивать с тем, как он раньше писал и что раньше писали, можно вот охарактеризовать так, что в XIV-XV веках было принято изображать суровые и аскетичные лики византийскими чертами. Большие глаза, вот у ангела очень ясно, высокий лоб, прямой нос и тонкие губы. Вот, мастера пользовались в основном сдержанные, темные цвета, темно-красный, коричневый, охристо-желтый. Вот ранняя работа Рублева, иконописец и реставратор начала XX века Василий Гурьянов описывал так, что лики написаны тонкослойно, с соблюдением порядка в переходе от освещенных мест к неосвещенным. Они выглядят зеленоватыми в тенях и коричневыми темной охрой, а контур обозначен лишь тонкой описью. Вот. В более поздних работах у Андрея Рублева он отошел, конечно же, от этих канонов византийского письма и часто пользовался очень светлыми и легкими красками. Золотисто-желтой, светло-голубой, розовой. Вот лики на иконах приобретли славянские черты. То есть именно Андрей Рублев внес вот к нам на Русь именно славянское, то есть узнаваемые нашими людьми, более понятны стали нам образы нашему вот, русскому человеку. И вот мягкие округлые овал лица, светлые волосы и глаза, широкий лоб. Вот, изменились и выражения лиц. Рублевские ангелы и святые стали радостными, одухотворенными. На некоторых ликах появились чуть заметные улыбки. Раньше этого не было. Вот поверх основного слоя краски наносился еще один, полупрозрачный, на котором выписывались тонкие детали. И вот такая техника позволяла создать правильные линии и сгладить
период вот, перехода вот этого цвета, от одного цвета к другому. Ну и вот Галина Валерьевна уже рассказывала, да, несколько упомянула вот Троицу знаменитую. Она, вот эта икона знаменита вообще и принята всем миром. То есть вот все равно, как наше письмо, оно только у нас, скажем, более близко, Троица Андрея Рублева, она почитаема всем миром. И вот она написана, датировка разная. Почему, сейчас объясню, или в 1411, или в 1425-27 годах. Почему такая разница, очень большая разница вот в хронологии вот этого письма? Да потому что неизвестно, для какого именно храма предназначался образ раннего деревянного собора Троицкого монастыря или же построенного на его месте каменного. То есть, видите, поэтому вот, непонятно пока. И вот за основу Троицы, второе название еще образа гостеприимства Авраама. Ну, честно, я вот пока не стала готовиться, я даже не знала. Троица для меня это незыблемое, да, название Троица и Троица. А оказывается, еще второе название есть. Это гостеприимство Авраама. И вот Рублев здесь взял ветхозаветный сюжет о праотце Аврааме, которому явились три ангела под видом странников. Авраам и его жена Сара встретили их с почтением, омыли ноги по древнему обычаю, закололи для них тельца и пригласили за стол. Ангелы же предсказали пожилым бездетным супругам, что у них родится сын, а сам Авраам станет родоначальником целого народа. И вот Андрей Рублев отказался от многих традиций и деталей, которые могли бы быть на этом изображении, на этой иконе. Вот в иконе отсутствует Сара, нет сцен омовения ног, гостям и заклания тельца, ангелы не трапезничают, а беседуют. Фигуры ангелов образуют подобие круга. Взгляд не останавливается на одном из них, а вот как бы вот оно целое, да, вот три единства нашей Троицы, то есть мы видим их всю картину. Мы вот глазами не ищем кого-то отдельного, а общее у нас, да, вот такое впечатление, что они вот в круге, что это одно и то же, да, что вот это один образ. Ну и вот для Троицы автор выбрал яркие и чистые краски, более насыщенные, чем в ранних работах. Он написал фон золотисто-желтым, одежды ангелов розовым, желтым и ярко-голубым. Голубая краска, ляпис-лазурь, в то время была очень редкой и очень дорогой. И вот оттенок, которым пользовался иконописец, позднее стали называть рублевским голубцом. Так он и звучит. Но вот до революции 1917 года Троица хранилась, опять же, Троица Сергиевой Лавры. С конца 16 по начало 20 века она была сплошь закрыта, помещена в золотой оклад. Виднелись только лица и руки ангелов, то есть она вся была закрыта. И вот только в 1904 году иконописец Василий Гурьянов занялся ее реставрацией. Снял потемневшую олифу и позднее свои краски, которыми поновляли первоначальный образ, а затем ее записал заново. И вот впоследствии вот тот гурьяновский слой тоже сняли, оставив только работу самого Андрея Рублева. То есть мы теперь видим только то, что писано Андреем Рублевым. И вот сейчас она находится в Третьяковской галерее. Ну и вот хочется сказать, что вот между 1422 и 27 годами Андрей Рублев вместе с Даниилом Черным, опять же, руководил артелью иконописцев, которая расписывала Троицкий собор в Троице-Сергиевом монастыря. Затем он поселился в московском Спасо-Андрониковом монастыре и занялся росписью Спасского собора. Скончался иконописец 29 января 1430 года. По другой версии, дата кончины 17 октября 1428 года. Похоронен он на территории монастыря. Но вот хочется примечательно то, что
Не забыто, конечно, это имя, да, мы всегда этого знаем, этого иконописца великого. И в 1947 году вот в Андрониковом монастыре был основан музей имени Андрея Рублева. Потом он переименован и сейчас уже называется Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Вот там установлен ему памятник при входе. И вот в 1988 году Русская Православная Церковь канонизировала Рублева в лике преподобных святых. Современный зритель, даже не знакомый с тонкостями средневекового богословия, надолго задержит свой взгляд на этой иконе, которая навечно стала символом любви и самопожертвования. Искусствовед Грабарь писал: «Икона Андрея Рублева Троица сверкает неземным светом, который излучают только создания гениев». Первое упоминание о русском иконописце Андрее Рублеве встречается в летописи 1405 года. Смиренный монах посвятил жизнь созданию икон, фресок и книжных миниатюр на религиозные сюжеты. Он был одним из лучших мастеров иконописи в Москве начала XV века. Ему делали заказы сам великий князь, его семья, митрополит, а также крупнейшие подмосковные монастыри. Рублев вместе с другими иконописцами украшал Благовещенский собор Московского Кремля и Успенский собор во Владимире. Свои работы он никогда не подписывал. Его авторство можно определить только по манере письма. В начале XV века русские княжества страдали от засухи, голода, чумы и непрекращающихся набегов монголо-татар. Войско хана Едигея разрушила Троице-Сергиев монастырь в городе Радонеж. Написать икону для восстановленного собора призвали Андрея Рублева, который был уже глубоким стариком. Предположительно, в 1425 году он прибыл в Радонеж. Рублев должен был написать центральный образ – Троицу в память о своем духовном наставнике Сергии Радонежском. Как гласит летопись, преподобный Сергий, почитаемый русскими людьми, благословил князя Дмитрия перед Куликовской битвой. Сергий Радонежский говорил князю о самопожертвовании и о духовном единении во имя победы над ворогом. Эту идею Андрей Рублев выразил в образах и красках. По традиции на иконах Троицы изображался библейский ветхозаветный сюжет – явление трех путников праотцу Аврааму с предсказанием о скором рождении сына. На иконе Рублева нет ни самого Авраама, ни его жертвоприношения. Остались только некоторые детали этого события. Гора, как символ духовного возвышения, Мамврийский дуб, возле которого произошла встреча праотца с ангелами, шатер Авраама, указывающий на то, что беседа ангелов происходит внутри дома. Три таинственных путника, ангелы, которые воплощают триединость Бога: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух. Согласно канону, Рублев изобразил трапезу ангелов. Но на столе нет богатого угощения, только жертвенная чаша с головой заколотого тельца. Безмолвная беседа ангелов передана жестами в традициях русской иконы. Бог Отец жестом, обращенным к чаше, призывает и благословляет Бога Сына принести себя в жертву во имя людей. Склоненная голова Сына Божия – символ согласия и принятия добровольной жертвы. Третий ангел, Дух-Утешитель, движением руки выражает согласие поддержать его в этом благом деле. Андрей Рублев в Троице в совершенстве воплотил правило, провозглашенное впоследствии Леонардо да Винчи. Физические движения должны быть вестниками движений души. Икона Андрея Рублева «Троица» была центральной частью единого храмового ансамбля. Художник избегал ярких тонов, стремясь создать ощущение спокойствия и гармонии. Он не использовал часто встречающийся в русской иконописи красный цвет. Среди золотистого мерцания фона выделяется фигура среднего ангела, облаченного в пурпурно-малиновый хитон и ярко-голубой гематий. Контраст цветов
становится заметно приглушеннее в изображении боковых ангелов. Видимо, эта цветовая волна, все более затухая, переходила на соседние образы иконостаса. Идея согласия и гармонии выражена художником круговой композицией. Фигуры ангелов как бы слиты друг с другом. Рублев, первым из русских иконописцев, вписал круг в прямоугольную форму. 100 лет спустя, около 1554 года, для Троицы был изготовлен великолепный золотой оклад. Его могли создать только златокузнецы царских мастерских Кремля. Поэтому и возникло предположение, что Троица какое-то время хранилась в Кремле, либо в Благовещенском соборе, либо в личных покоях царя. А затем Иван Грозный передал икону Троице Сергиеву монастырю. В 1904 году русское духовенство пригласило в монастырь художника-реставратора, чтобы подновить икону Троицы, которая тогда считалась произведением неизвестного художника конца XVIII века. Сняв золотой оклад, который оставлял видимым только лица и руки, реставратор предположил, что изображение Святой Троицы может быть наслоением на более раннюю живопись. Мастер начал бережно снимать верхний поврежденный слой и вдруг обнаружил краски, которые могли быть еще на 300 лет старше. После многолетней кропотливой работы перед изумленным реставратором предстало творение Андрея Рублева «Троица». Так в 20 веке заново открылась последняя работа великого старца. Икона Троица, ныне хранящаяся в Государственной Третьяковской галерее в Москве, единственное русское иконописное произведение, которое признается всеми как шедевр мировой живописи. Большое сведения, которые вы можете подчеркнуть из источников о Андрея Рублеве. Можно что-то почитать у нас вот здесь на представленной выставке, а сейчас я предоставляю слово отцу Максиму. Спасибо. 5 лет назад мы с вами проводили, оказывается, уже беседу на тему православной иконы. Поэтому я чуть-чуть... Слышно как, да? Напомню основные тезисы, положения иконопочитания православной церкви. Тем более на прошлой неделе у нас был праздник торжества православия, напрямую связан с этим. Действительно, мы видим изображения с первых веков христианства, и катакомбные изображения, и в Помпеи, которые вот в результате извержения вулкана остались практически и сооружения, и молельные помещения такими, как они были. Но надо сказать, что и с древнейших времен были споры. То есть было непонимание этого и в IV веке, когда повсеместно было и почитание святых мощей, и почитание священных изображений. Тогда же уже люди писали и о том, что монофизитские споры тогда появились, и арианствующие христиане тогда высказывали сомнения. И со временем это недоумение по поводу создания священных изображений, оно развивалось и множилось не только от прямого толкования библейского текста, это второй заповеди «Не сотвори себе никакое изображение», а от того, что действительно иконопочитание принимало явно вычурные формы. Например, то, что сегодня у нас никоим образом не присутствует, а в древности это было. Например, икона могла считаться восприемницей при хрещении. То есть, если икона стояла, считают, что вот такой-то, допустим, святой изображен на иконе, что он сам является восприемником. На иконах совершали ефористию. И краску с икон соскабливали в святую чашу и добавляли в святое причащение. Вот. То есть, действительно, иконы носили, лобызали и почитали вот как амулеты, как талисманы, которые оберегают. Поэтому многие императоры принимали меры для того, чтобы сдержать вот это неумеренное почитание икон. И надо сказать, немножко перемещу сегодняшний день, что не случайно, конечно, вот эта иконоборческая ересь, она присутствует и сегодня. То есть, и многим непонятно почитание икон почему-то, потому что мы их неправильно почитаем. Очень часто можно видеть, что в доме они есть, а молитвы там нет. Есть иконы, нет молитвы. Есть икона на груди, нет креста.
есть икона на груди, нет молитвы в сердце. То есть это очень часто присутствует, что мы действительно способны, вот к этому идолопоклонству способны. Икона не есть идол, икона не равно. Изображение — это не изображение ложное, это изображение действительно воплощенного Бога Слова, Иисуса Христа, Святой Богородицы, святых ангелов, но мы склонны к идолопоклонству. То есть мы склонны возлагать на материальный предмет вот то, что мы должны делать сами. Вот ту внутреннюю духовную работу, которую мы должны совершать, вот как в сегодняшнем Евангелии рассказывается о том, почему открылись небеса, да, образно выражаясь, почему произошло прощение грехов. Потому что произошел нравственный подвиг со стороны друзей. Они не только собираются и приносят, они и забираются вверх, и они вот с крыши совершают вот этот невероятный поступок, и Господь, видя веру их, то есть видя их веру, Он дает прощение. Поэтому замечательно сказано кем-то, эти слова передает митрополит Антоний, о том, что как надо правильно относиться к иконе. Встань перед иконой, закрой глаза и молись. То есть мы действительно встаем перед ней, потому что это определенное положение, определенная форма, да, определенное предстояние перед Богом. И мы не должны в нее вглядываться, то есть мы не должны в ней искать вот каких-то откровений, голосов, чудес и так далее. Она дисциплинирует нас. И иногда мы взираем на нее, мы напоминаем себе это, напоминаем себе этим взором на нее, напоминаем себе красоту божественного мира, да, икона всегда красива. Мы напоминаем себе, что мир этот не такой, как наш. Почему-то и перспектива иная, и пропорции нарушены, и позы неестественные, потому что это мир другой. И мы себе говорим о том, что да, икона это не картина, она не должна быть похожа на наш мир. Мы сами должны измениться, мы сами должны стать другими людьми, преображенными людьми во Христе. И вот к этому вера, собственно, и призывает. К 8 веку, в 7-8 веках иконоборческие гонения достигли своего апогея, они были кровавыми, они были очень жестокими, они были действительно очень тесно связаны с отрицанием веры в Бога воплощения Христа. То есть, как это еще началось с Ария, о том, что Христос не совсем Бог, что Он божественный, что Он богоподобен, это не есть сам Бог. Вот эта мысль, она постоянно к людям возвращалась. Почему? Потому что Бог, почему так сложно было людям верить? Потому что Бог, ведь Он на самом деле, Он живой, Он вечно движущийся. Да? Вот мы вчера разговаривали о том, почему людям было сложно верить в единого Бога. Потому что единый Бог – это есть абсолютная любовь. И ты в этой любви должен жить. Он же как бы зовет тебя к беспрестанному движению. Вот как и Адам и Ева, они должны были находиться в постоянном послушании Богу. А мы всегда склонны вот к лени, в том числе и духовной. Да? Нам вот хочется свою жизнь окружить какими-то обрядами, ритуалами, правилами. Ну, скажем, да, не убей. Ну, я же никого не убил, все, я исполнил заповедь. Но на самом деле заповедь не убей нарушается нами ежедневно, потому что осудил, убил, оскорбил, уже убил. И вот Бог, Он как огонь, то есть Он постоянно меняется, Он постоянно движется. И ты, вот будучи рядом с Ним и пытаясь с Ним соединиться, ты никогда не можешь сказать, что я с Ним уже соединился в полноте. Вот это слова Иоанна Кронштадтского, он говорит, не так, как с человеком, что ты познакомился, ты можешь сказать, я этого человека знаю. Хотя и человека мы никогда не можем узнать до конца. С Богом надо знакомиться ежедневно. Поэтому и молитва всегда, одни и те же слова молитв, которые мы совершаем, они постоянно в нас обновляют это соединение с Богом. Одна и та же Евхаристия, которую мы принимаем с какой-то периодичностью, но она является вечно новой, вечно живой. Да? И вот наше иконопочитание, оно не должно нам заменить вот это общение с вечно живым. И совершилось торжество православия. И на Седьмом соборе Вселенском в 787 году вот, были сформулированы эти слова, вот он этот образ, эти слова, что одно из них, то есть одно из церковных преданий, установленных для нас письменно или без писания, есть изображение иконы живописью, как согласно с рассказом евангельской проповеди, служащий нам удостоверением подлинного, а не призрачного воплощения Бога Слова. Поэтому мы, шествуя как бы царским путем, исследуя богоглаголем учения святых отцов,
и преданию кафолической церкви и Духу Святому не живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, подобно изображению честного животворящего Христа, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и светлые иконы, написанные красками, сделанные из мозаики и из другого, пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, непорочной владычицы нашей, Святой Богородицы, также и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Читаю до конца, это важное определение. Ибо чем чаще, чем через изображение на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах их любви к ним и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, греческий тимитек микроскенесис, не тем истинным по нашей вере служением латрея, который приличествует одному только божественному естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного животворящего Христа, святому Евангелию и прочим святыням фимиамам и поставлением свечей, и делать это по благочестивому обычаю древних. И вот самая важная фраза: ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней. То есть мы не поклоняемся не дереву, не краскам, мы поклоняемся самому Богу, так как Он нам явился в личности Иисуса Христа. Вот в молитве литургии Святого Василия говорится о том, что Христос есть печать равнообразна, то есть Он несет в себе полноту божества. Действительно, мир наш это есть в каком-то смысле, это все есть творение Божие. Он несет на себя отпечаток, он несет на себя образ. Каждый человек есть образ Божий в той или иной степени, но только во Христа этот образ раскрылся в полноте своей. Он равнообразная печать, и поэтому то, как Он нам явился, слова апостола Иоанна Богослова, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, которое вера сна и так далее. То есть вот основание нашего богочитания. И хотя спустя, после Седьмого Вселенского собора, гонения продолжались, императоры, возобновители, эпигоны, они вновь и вновь пытались запретить его, но в 843 году был установлен праздник торжества православия, при такой временной победе, после которой вновь иконоборчество возобновлялось. Но вот при временном затишье этот праздник установлен, который мы чествуем до сих пор. И хотя и вера сегодня не торжествует в целом по миру, да, и гонения как были, так и есть, и отдельные, частные, и общие, но вот лично для каждого человека торжество православия осуществляется в нем самом, потому что если ты веруешь, если ты эту веру несешь, если ты в ней пребываешь, и если Господь тебе свидетельствует свою любовь теми или иными чудесами, и самим даже фактом существования веры, любая вера это уже чудо, это то, что не объясняется, и то, к чему человек не принуждается, он в этом живет. Значит, ты уже есть личное торжество православия. И поэтому, сколько бы нас ни было, много или мало, мы собираемся в храмах, совершаем этот торжественный молебен после божественной литургии и радуемся тому, что Господь нам дает вновь и вновь возобновлять эту веру. Из века в век, из года в год православие, то есть истинная вера торжествует. Ну так, если в целом сказать, после сегодня много информации, уже более подробно погружаться не хочется, если есть вопросы, то давайте поговорим, обсудим. Евхаристия, что такое? Евхаристия – это приложение хлеба и вина, тела и кровь Христова. Это главное таинство Святой Церкви, ради которой существует, собственно, строятся и храмы. И икона в данном случае не является центром богопочитания. Да? Она является периферией, но она неразрывно связана с центром. То есть сегодня почитать икону – это уже не просто дело вкуса, хочешь или не хочешь. Если ты исповедуешь символ веры, если ты называешь себя членом единой святой истины православной церкви, ты должен почитать. Но вера, она действительно совершается в сердце через духовное поклонение, и через таинство мы соединимся с Богом. А иконы, они нам в этом помогают. Поэтому сам факт наличия иконы, естественно, не является главным признаком христианина, а это вера в Христа. Хотя и слово, само даже слово, ведь это уже в каком-то смысле воплощение мысли. Вот в истории отстаивания веры
читании святых икон святые отцы говорили о том, что если божество неизобразимо, как вы говорите, да, иконоборцы, то оно тогда и не сказано, тогда и словом его выразить невозможно. Но мы же говорим, мы же принимаем вероопределение, мы же считаем Евангелие священным каноничным текстом, и раз мы это слово, до конца его выразить невозможно, но мы же пытаемся словом выразить. И словом совершается таинство, и мы верим, что таинство святой хлеб и вино – это истинное тело и кровь Христова, а не только лишь уподобление или воспоминание этого. Значит, и икона имеет право на существование. Скажите, пожалуйста, а исторически, когда иконы появились, были ли во времена Ветхого Завета? Конечно. Ведь когда Господь дает эту заповедь Моисею, вот тут важно понять, что эта заповедь является не абсолютной, что не делать совсем никакого изображения. Да? Тогда бы у нас не было ни фотографий в паспортах, и ничего и в Ветхом Завете бы не было. Она является, знаете, такой условно-педагогической, потому что вокруг много народов было, и языческие народы, в них было очень развито именно идолопоклонство через какие или иные статуи, изображения и так далее. Вот. Но мы также ведь в Библии читаем, что Господь говорит: сделай изображение херувима, сделай изображение медного змея, сделай ковчег, каким-то образом сделай, вот, воздай ему поклонение, то есть кождение соверши, да, окропи его священной кровью. То есть Господь дает запрет, но Он сам же показывает, что этот запрет на истинные изображения, на те изображения, которые делаются в рамках истинной веры Бога, он не распространяется. Вот поэтому, да, еще в Ветхом Завете уже делались священные изображения, в том числе и в израильском народе. Ну, а уже в других народах языческих, конечно, у них было очень интересно. Что нам еще сказать? Достаточно. Буковки вы не нашли. Буковки. А так вот везде напишут, что это сы, то есть три буквы так и образуют слово сы, то есть существующий, сущий. А вроде там как от, да? Это вот это по-нашему, а это же у нас по-гречески. Да, на греческом, но не знаю сейчас, как правильно их почитать, как их озвучить. Вот, не искал полный вариант слова, думаю, может быть за ними стоит более полное слово, но вот нигде не пишут. Не нашел. Поэтому просто примем, будем знать, что они означают сущие. Ну что ж, тогда и закончим на этом. Если кто более подробно хочет в вопросе разобраться, очень много об этом, конечно, написано и сказано. Есть и книга отца Сергия Булгакова «Иконы и иконопочитания». Вот, есть множество пособий. Есть вот такая вот книжка «Оружие правды», конспект для ведения противосектантских бесед. Тут прямо по пунктам, то есть что говорят люди, которые отвергают почитание святых икон, то есть на какие места Священного Писания они ссылаются, вот, и как правильно должен православный верующий человек отвечать на эти высказывания. Ну вот, например, просто для образца. Назовем. Сектанты говорят, кумиры запрещены. Да? Если спросили кумиры, никакой запрещены. Значит, иконы запрещены. Православный ответ. Здесь запрещены идолы, которыми люди заменяют истинного Бога. А истинное изображение напоминает и прославляет истинного Бога. Они не запрещены. Ну, тут ссылки на пророческие книги, например, на книгу Исход. Говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господня, он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. Книга пророка Иеремии, 3 глава. Мы не тоскуем, что нет у нас ковчега, потому что ковчег в Ветхом Завете, да? Потому что у нас Христос Бог есть, только говорим, что заповеди, данные евреям запрещением идолов, не нарушались изображением священника, ковчегом, херувимом и подобным. И так далее. Ну, там, если кому-то приходится, допустим, с родственниками, там, с близкими людьми об этом спорить, то можно более в каком-то вопросе разобраться. Поэтому, знаете, можно много спорить как говорится, о букве, да? Но буква убивает, а дух животворит. Вот. Так же, как и идут споры, например, следует ли молиться за усопших или нет. Да? Ну, там действительно в Священном Писании не так много
в канонических книгах прямых указаний об этом. Вот. Но само сердце, сама жизнь, она подсказывает, что ты с любовью молишься, и Господь отвечает, иногда и из явления из того мира отвечает, да и просто утешение сердца отвечает. И также и здесь. То есть икона это настолько близкое человеку, настолько родное, настолько понятное, так же, как мы имеем, скажем, фотографию, да, любимого человека, но мы же ее целуем и носим с собой, и храним, и не считаем, что этим мы нарушаем заповедь Божию. Поэтому совершенно для нас это естественно и привычно, вот для православной веры, и даже как-то немыслимо, как можно на основании толкования текста, неправильного толкования, это отвергать. Поэтому вот оно, наше простое православие, пусть Господь укрепляет нас в вере в это, и чтобы вера наша была и в уме, и в сердце. И Он дает нам созерцать красоту своего мира и прекращаться по образу Веры. Благодарим вас. Можно, пользуясь случаем, не по теме вопроса. Вот вы знаете, я смотрела передачу, я по поводу молитвы за чужих, ну, за других людей. Не за чужих, за близких, там, за других. Вот тут недавно по телевизору была такая передача, как отец священника, и я вот. Там, значит, был такой ответ, что когда человек молится за других, значит, он его грехи берет Себе. себе, да. А вот мне бы хотелось бы как-то вашу точку зрения. Нет, это не точное, конечно, выражение. Ну, я, может быть, как-то не точно, там его не точно передано. пообъемнее был ответ. То есть, что там папа с дочерью спорили. То есть и дочь права, и папа прав, что за всех, значит, за всех. Ну, в общем, там у нее объемный был ответ, ну что-то... Ну, сегодняшнее евангельское чтение, мне кажется, одно из самых сильных мест вообще во всем Новом Завете, которое нас убеждает в важности молитвы за других. То есть, и здесь, кстати, так же, как вот воззрение на икону и внутренняя молитва, да, должны быть неразрывны. И также здесь вот молитва и действия, они должны быть неразрывны. Если ты молишься за человека, значит, ты должен быть готов ему и помочь. То есть молитва этих друзей, она стала действием. Она дала им ту вот жертвенную любовь. Это ведь надо собраться, принести, пойти на риск определенный, но для того, чтобы совершить это действие. Но оно возымело свой плод. Господь, видя веру их, дает ему не просто исцеление, а прямо говорит, прощаются тебе грехи. То есть, видите, Господь даже грехи может простить человеку по такой действенной молитве других людей. Да? Также здесь надо молиться, но ты должен понимать, что ты в определенном смысле тяготу того человека, тяготу его, то есть вот тот груз тех проблем, которые в нем есть, ты берешь на себя. Это жертва определенная, это жертва. Это же все равно время, это все равно силы, физические силы, это духовные силы, так ли? Вот. А мысли ты свои этим заполняешь. Но мы ведь именно через жертву и обретаем любовь. Что вы сделали ближнему, вы сделали мне. Вот. И мы-то говорим о том, что Христос это совершил для всех людей. То есть Он, будучи безгрешным, Он грехи всех людей берет на себя. Всех нас спасает от греха, от проклятия, от смерти. Естественно, мы молясь за других, мы уподобляемся Ему, мы в себе раскрываем этот образ Божий, эту сострадательность. Вот. И как без этого Богу-то приблизиться? Тяготы друг друга носите. Но непосредственно, конечно, вину за грехи ты не можешь на себя взять. Это только сам Господь взял. Но тяготу тут надо различать, да? Вина за грех, то есть ответственность за грех. И следствие греха, да, вот тягота греха. Ну, допустим, смотрите, человек сел за руль, лихач, да, превысил скорость, допустим, кого-то сбил, тот человек стал инвалидом. Но тот человек, которого сбили, он не несет ответственность за грех, это не его вина. Но последствия греха, то есть то, что он стал инвалидом, да, и он теперь больной, он как бы разделил, да, с тем человеком. Тот остался, скажем, жив-здоров, а этот теперь страдает. Но его страдание является, а тот, может быть, благодаря этой аварии, там, допустим, раскаялся, там, изменил жизнь. То есть его страдания стали вот, следствием греха другого человека. Следствием, но не ответственность. Ну и также, соответственно, когда мы за неверующих молимся. Да. Ну, то есть Да. Поэтому молиться надо, и все, сколько сил и веры хватает, естественно, надо молиться за всех. И отказываться никогда не надо. Хоть самая краткая молитва, если тебя просят
помолиться, она все равно должна возноситься. Да, она может быть и очень горячая у всех. Что Господь Ну, вот некоторые чуть что-то... священники говорят, что вы сами такие грешники, вы берете такое дерзновение, Да. что молиться за других. Что как вы вот сами недостойны, Господь может тоже, а вы молите за весь мир. Получается, как вы? Почему вот эти мнения некоторых священников? Ну, это имеется в виду, что вы трезво оцениваете свои силы. То есть, наверное, же человек все-таки не запрещает, а предостерегает от гордости, что я могу, да, вот своей молитве, допустим, там, спасать людей или молиться за весь мир. То есть приписывание себе такого. И, от непосильной ноши, наверное, предостерегает, но не говорит о том, что, наверное, о том, что все-таки вам не следует это. Потому что если сам Господь это заповедовал, в Библии это указано, что церковь прилежно молилась, о нем другие люди молились о нем. Да, как же можно от этого отказываться? Но это то же самое, что отказываться, допустим, от причащения. Можно тоже так сказать о том, что мы такие великие грешники, как же нам тогда вообще причащаться? Но это само собой, да, мы грешники, но Господь же нам дает прощение грехов постепенно, да, освобождает нас от греха, дает нам истинное причащение. Также здесь, да, молитва наша слаба, и мы сами грешны. Но если эта молитва искренняя, значит, она тоже открывает небеса. Если уж разбойник своей грешной молитвой смог войти в рай, то как же и нам в этом не молиться? Но ведь и в утренних, и в вечерних молитвах, ведь есть же эти молитвы. Да, они включены. И потом, Включены в молитвослов основной. и Господь, ведь сила Божия в немощи совершается. Если ты отдал все, что у тебя было, то Господь это принимает. Вот как 2 лепные вдовицы, как эти 5 хлебов. Что вы принесите, что у вас есть. Они приносят, и Господь начинает преломлять. То есть они с верой отдают. Вот наша молитва, да, она скудная, но мы ее отдаем, говорим: Господи, вот все, что я могу, да, вот я могу помолиться. Но Господь вот ее принимает, как эти хлебы преломляет, и хватает всем. То есть Он-то ведь приумножает своей благодатью ту жертву, которую мы совершаем. Поэтому просто предостеречься от того, что если, допустим, да, исцеление совершилось, чтобы не сказать потом, что я вот такой молитвенник, допустим, да, или там моими молитвами это и случилось. Нашими молитвами церковь молилась, да, и другие люди молились. Ну и лучше сказать, Господь совершил, Господь презрел на наше смирение, то есть не зашел до нас, услышал нашу молитву. Поэтому я думаю, что здесь надо так, между как царским путем, да, и не отказываться всем от молитвы, но и только лишь на себя не надеяться. Ну и не хвастаться, конечно. Иногда, вот знаете, такое приходится слышать, что вот я молюсь за тех, то есть человек как-то вот подчеркивает, что у него большой список, да, или прямо говорит, что вот я молился, да, допустим, это совершилось. То есть к этому надо относиться очень скромно. Молиться надо постоянно за других, но относиться к этому очень скромно. Ни в коем случае не гордиться этим. Ну что ж. То есть попросишь себя помолиться другого человека? Других людей молиться за себя? Ну, не других, а вот, допустим, вот там. Конечно. Помолись, пожалуйста. Да и вообще мы все друг за друга молимся. Вот. И когда просят молить, ну, допустим, священнически, да, вот помолитесь, допустим, и тоже в ответ просишь, да, и вы помолитесь, потому что и вашей молитвой священник тоже совершает, в том числе служение, Господь ему подает благодать для достойного прохождения. Есть такое выражение, как там живет, да? Спасибо вашими молитвами, да? Да, вашими молитвами. Человек отвечает в ответ: да мы же не молимся. Ну, как молитесь, так и живем. Поэтому тут вспомним. Поэтому, да, если ты на самом деле вот за человека молишься, и он тебе говорит: спасибо вашими молитвами, вот, тут вот как раз и повод и помолчать, и, как говорится, сокрыть, да, то есть молитва, да, в тайне. Зайди, закрой дверь, помолись, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно. То есть пусть он и не знает, да, это и есть вот проявление любви. Настоящая любовь это есть, когда ты в тайне молишься искренне за человека. И за усопшего в том числе. Вот это евангельский вот этот сюжет, он относится и к усопшим. Они ведь тоже как парализованы, они ведь тоже не могут сами за себя уже каяться, молиться и исправляться. Мы их своей молитвой, можно сказать, пододвигаем поближе к Богу. Ну, с Богом тогда. Благодарю за нашу очередную встречу. Теперь встречаемся на верное воскресенье.
12, 12, 12.